Сегодня две необычные даты. Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции провозгласила 18 июня днем устойчивой гастрономии. Повод для празднования прописан сложно, но суть такая. Еда и способы ее приготовления – важный элемент культурного самовыражения любого народа. Понимание важности этого вопроса способствует сохранению и развитию цивилизации. Приду домой, вареников налеплю с картошкой и шкварками. И еще один повод отпраздновать. Каждый третий понедельник июня отмечают Всемирный день мотоциклиста. Традиция родилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался «Ride to Work Day», что переводится как «на работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста. В середине 90-х годов в акции участвовало по результатам добровольной переписи уже более 5000 человек. В 1997 году открылся официальный сайт этого праздника. До 2000 года акции устраивались неформально. Для этого достаточно было обозначить дату на специальном сайте и договориться там же с единомышленниками. Позже появилась некоммерческая организация Ride to Work Incorporated, которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе. И представительство этой организации есть и в России. Организаторы уверены, необходимо заявлять о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения. Это у байкеров вполне успешно получается. В их пользу говорит, например, то, что мотоциклы уменьшают риск возникновения пробок на дорогах, не требуют много места для парковки и потребляют мало топлива, а это положительно сказывается на состоянии окружающей среды. И в продолжение мотоциклетной темы небольшая подборка красивого, веселого и немного рискованного. Просьба не повторять. When I got